Россия с сегодняшнего дня возобновляет пассажирское авиасообщение с турецкими курортами. Решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России. Региональные турфирмы уже начали открывать продажу туров в этом направлении. Много ли желающих и какие основные требования для россиян выдвигает Турция в материале Ульяны Шагиной. Супруги Постниковы еще с прошлого года мечтают провести свой долгожданный отпуск на золотых пляжах Турции. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в семейные планы, но границы открылись, а это значит, мечте суждено сбыться. Ну вот, с детьми, наконец-то, вот, в Турции собираемся. Билет на какое число купили уже путевки? Ну вот, договариваемся сейчас, как получится. Ну, в середине где-то июля. Пока из России можно полететь в 4 туристических города Турции. Это в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан. Якутские турфирмы отмечают, что желающих очень много, но в приоритете, конечно же, туристы с депонированными путевками, которые купили их еще в прошлом году, но из-за ковида так и не смогли ими воспользоваться. Туристы, которые с прошлого года депонированы, они, получается, просто у них тур по старому курсу, по старой цене переносится на этот год, на те же самые даты, в тот же самый отель. Поэтому они ничего не доплачивают. Первые туристы уже когда полетят у вас? Именно от нашей фирмы уже с 1 июля вылетают в Турцию. Напомним, границы с Россией были закрыты еще в середине апреля, когда в Турции фиксировался пик заболеваний ковидом свыше 63 тысяч заболевших за сутки. На сегодняшний день эпидобстановка стабилизировалась, так что турецкая сторона с нетерпением ждет россиян. Ну, здесь никакой паники нет, все очень спокойно, все готовы к встрече туристов. Отели прошли всю сертификацию, закрыты еще бары, рестораны, торговые центры, магазины. Но туристов это не распространяется, повторюсь, можно ходить, гулять везде спокойно. И с 1 июля уже снимаются абсолютно все ограничения. Конечно же, без выполнения определенных условий в Турцию не попасть. Они прежде всего связаны с требованиями по недопущению инфекции в страну. Необходимо предъявить документы, то есть сертификаты о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, либо же сертификат о наличии вакцинации. Если этих документов нет, то все лица старше 6 лет должны предоставить отрицательный ПЦР, либо же экспресс-тест на антитела, сделанный не менее чем за 48 часов до въезда в страну. Кстати, риски по ковид теперь включены в страховки для туристов, вследствие чего по сравнению с 2018 и 2019 годами стоимость путевок увеличилась на 10-20%, отмечают в турагентствах. Так, средняя цена только за недельный отдых в Турции, не включая перелет, будет составлять от 40 тысяч рублей на одного отдыхающего. Ульяна Шагина, Александр Нестеров, Якутск.